Как получать пенсию из нескольких стран ЕАЭС? Реально ли гражданам Казахстана получать пенсию из России? Почему так важно заключать трудовой договор? Как получать пенсию из Армении, если ты гражданин Казахстана? Как стаж, заработанный в странах ЕАЭС, поможет увеличить твою пенсию? Интересно? Сегодня как раз про это и поговорим. Доброго времени суток, на связи ЭНПФ. Устраивайтесь поудобнее. В ближайшие 5 минут я расскажу, как получить пенсию, если вы успели поработать не только в Казахстане, но и в одной из ближайших стран. С распадом СССР в 90-х каждая из республик начала развивать пенсионную систему по-своему. Однако, учитывая рост трудовой миграции, со временем все острее вставал вопрос как о начислении пенсионных взносов, так и о пенсионных выплатах работникам, имеющим другое гражданство. Для решения этой проблемы страны-участницы созданного к тому времени Евразийского экономического союза ЕАЭС Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия в декабре 2019 года подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран этой организации. Согласно документу, гражданам государств, входящих в ЕАЭС, гарантируется объем прав на пенсионное обеспечение такой же, как и своим гражданам. Чуть больше года потребовалось, чтобы все страны-участницы Союза ратифицировали соглашение, и с 1 января 2021 года оно заработало. А это значит, что с 1 января 2021 года после ратификации соглашения с теми государствами ЕАЭС, их граждане, работающие в других странах ЕАЭС, формируют, сохраняют и реализовывают свои пенсионные права наравне с гражданами страны, в которой они трудоустраиваются. То есть каждое государство-член ЕАЭС теперь платит пенсию по своему законодательству за стаж работы, приобретенный трудящимся на его территории после 1 января 2021 года. Стоит отметить, что граждане стран ЕАЭС должны официально оформлять трудовые отношения с работодателями в странах трудоустройства. То есть в обязательном порядке своевременно заключать трудовые или гражданско-правовые договоры. Ведь если вы не трудоустроены официально, то ваш работодатель не будет отчислять пенсионные взносы из вашей зарплаты, и стаж не будет учитываться. В Казахстане соглашение распространяется на правоотношения по уплате пенсионных взносов в ЕНПФ и на пенсионные выплаты из ЕНПФ по законодательству Республики Казахстан при достижении пенсионного возраста или при установлении инвалидности 1 и 2 групп бессрочно. Например, если гражданин Казахстана приобретет стаж работы, например, 3-5 лет на территории страны-члена ЕАЭС после вступления в силу соглашения, то при возникновении права на пенсию по условиям пенсионного законодательства страны трудоустройства в достижении пенсионного возраста или наличии определенного трудового стажа, страна, в которой трудился мигрант, назначит пенсию за отработанные годы именно в этой стране. При этом гражданин Казахстана будет вправе подать заявление с документами на назначение и выплату пенсии в компетентный орган страны ЕАЭС или в ЕНПФ как компетентный орган в Республике Казахстан. Перечень документов для назначения и выплаты пенсии трудящемуся регулируется национальным законодательством каждого государства-члена ЕАЭС. Компетентными органами в Республике Казахстан по подтверждению трудового стажа трудящихся государств-членов ЕАЭС является АО ЕНПФ, Комитет труда и социальной защиты населения, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и их территориальные подразделения.
НПФ предоставляет сведения о стаже работы с 1 января 1998 года на основании данных об уплате обязательных пенсионных взносов, имеющихся в информационной системе. Для подтверждения стажа работы, приобретенного до 1998 года, необходимо обращаться в Комитет труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Таким образом, если вы официально работали в другой стране, являясь при этом гражданином Казахстана, и какое-то время работали в Казахстане и делали отчисления в НПФ, то по достижению пенсионного возраста вам будет выплачиваться пенсия как в Казахстане, так и из другой страны ЕАЭС за тот период, который вы проработали там. Еще раз напоминаем, что трудоустраиваясь за пределами Казахстана, обязательно официально оформляйтесь, чтобы в будущем смогли подтвердить как свой трудовой стаж, так и наличие пенсионных отчислений. Надеюсь, что теперь после просмотра этого видео вам стало все понятнее. Задавайте свои вопросы в комментарии, мы обязательно ответим. И подписывайтесь на наш YouTube канал и социальные сети. До новых встреч в следующих выпусках.